Установка накалена до предела. Мейнкарт. Первый раунд этого сражения. Все готовы? Погнали. Напомню, в этом карте пока ни один поединок не дошел до решения, и даже до третьего раунда никто не доходил. Я надеюсь, что такая тенденция продолжится. И... Ух ты, какой лоу-кик бешеный. Высекающий от Алым Саитова. Вертушка не проходит. Ушел вовремя Асланов. А вот и встречный тоже такой хороший лоу от Асланова. Наверное, один из самых близких боев в этом карде. Ну вот с точки зрения того, что, в принципе, они показывали в своей карьере. Бросок вроде бы получился, но тоже ненадолго это все приносило результат. С разворота уже не в первый раз заряжает Алым Саитов. Ну, пока так лишь чертит этими ударами. Не точно. Асланов работает киками с дистанции. Несколько раз пытался фронт-киком так достать до корпуса. Готовился сейчас и бэквестом встретить Асланов, но там соперника в этот момент не было. Напряжение чувствуется, прям в воздухе висит, и даже арена так притихла. Они ждут, кто же захватит инициативу, кто проявит себя лучше. И посмотрите, чуть-чуть провалился Асланов, хотя шел вперед с двойкой, но пошел в борьбу в итоге. Обороняется Алым Саитов, но все-таки переводит его Асланов. Да, вот то как раз о чем мы говорили, когда представляли Гамлета. У него очень хорошая борьба, и вот когда он добирается до корпуса оппонента, он, как правило, всегда переводит. Пытается сейчас ЛДР выбраться. И вот уже практически сел, оттолкнув соперника, но нет, так просто не получится. Асланов хорошо закрепился. А свип легкий у Алым Саитова не вышел. Спокойно соперника удерживает внизу Асланов. Сейчас попытался поработать по корпусу, но на самом деле не дает ему просто так дышать даже снизу. Алым Саитов, да, он не угрожает болевыми приемами, но при этом посмотрите, как руки контролирует. Старается вязать Алым Саитов, чтобы ничего лишнего не прилетело. Контролировать происходящее. Ну и действительно, ударов пока от Асланова не было вообще здесь. В партере. Пытается забрать себе руки обратно Асланов. Цель Алым Саитова, естественно, минимизировать ущерб. Пока получается. Решил локтями поработать со спины. Неприятные удары. В макушку прилетают. Аптиками обрабатывает, причем и корпус, и голову вроде бы пытался, но в итоге спину отдает. Да. Очень хорошо разобрался Гамлет в этой ситуации. Забрал спину сейчас Асланов. Начинает наносить удары. Хорошо, сейчас прилетело. Пытается выбраться Алым Саитов. Ох, коварно. Красиво. ЛДР снова на ногах. Но они достойны друг друга. То чуть ранее, о чем мы говорили. Близкий поединок. И вот сейчас даже мы это видим. Идет вперед Асланов. Опять эти кики в корпус. Много раз удар уже пытался он донести. Подбирается Асланов. Алым Саитов не против разменяться, замеситься. Крича сейчас Гамлету с трибун. Не спи, работай! Пропускает сейчас Алым Саитов. Пытается... Да, вяжет. Потом хотел опять зарубиться. Пропустил, и вроде бы даже его повело. Попытался там спастись, схватившись за одну ногу соперника. Но в итоге, по-моему, сейчас уже Алым Саитов восстановился. Все у него в порядке. Да, быстро довольно пришел в себя. Лоу заряжает. ЛДР отсюда. Поджимает его Асланов сейчас. Пытается запереть в углу. Доносит хороший удар справа сейчас. Хорошо на выходе из клинча. Уже не в первый раз, кстати, Алым Саитов запускает апперкот, но первый не прошел. Вот вторая попытка была удачная. Ух ты, летят просто кулаки в миллиметре от головы Асланова. Ну, мажет Алым Саитов. А вот сейчас хорошо пошел обмен. Оба пытаются выбить просто капы изо рта друг другу. Агрессивная работа, обоюдная. Никто никого не жалеет, не щадит. Подступает сейчас Гамлет. Корпус джеб, и посмотрите, пытался еще один удар нанести, но в итоге чуть-чуть не попался он на тейкдаун навстречу. Попытка-то была хороша, но и защита от тейкдауна у Гамлета, конечно, на высочайшем уровне. Не смог Алым Саитов перевести, после пытался настичь коленом, тоже не вышло. Близко пролетело оно, но не доставило каких-то неудобств Асланову. Подходит, в ответ на джеб бэкфестом хотел испугать соперника Алым Саитов.
С разворота и в первый раз запускает ЛДР. Каждый раз близко, опасно, но недостаточно. А вот Асланов подходит. Очень хорошо попадает сейчас. И редчайший случай для этого турнира. Тренд. Или так и будут все друг друга уничтожать, финишировать, душить, нокаутировать. Но вот здесь, в данном конкретном противостоянии, этим пока не пахнет. Хотя еще вот не вечер, еще не вечер. такие вспышки агрессии у нас были в первом раунде, и вот с них фактически второй начинается. Очень хороший лоу сейчас, чуть ниже колена в исполнении ЛДРа. Фронт-кик в ответ от Асланова. Припугивает, раздергивает, но пока не спускает курок Асланов. Сейчас снова провалился Асланов. В первом раунде была похожая ситуация, но тогда он умудрился все-таки тейкдаун провести. Здесь не получилось. Резкий переход на нижний ярус, но он не смог перехватить ногу. Асланов в той ситуации. Небольшая пауза у нас. Апперкот такой от ЛТРа. Предсказуемо. Асланов предлагает размен опять. Вот бывают моменты у Алымсиитова, когда он атакует и вроде бы хочет разменяться и при этом забывает про защиту. Вот тогда удар может прилететь. Но в большинстве случаев, конечно, он спокоен. И, наверное, все-таки контролирует ситуацию. Пошел вперед сейчас Гамлет Асланов. Да, очень жестко. Тряханул ЛДР явно. 2 раза с левой руки Асланов попадает. Хороший эпизод для него. В первом раунде тоже несколько раз залетали руки, так опасно для ЛДРа. Мне кажется, чуть-чуть вымотался ЛДР. Все-таки бороться с соперником такого уровня, каким является Гамлет, это очень тяжело. И сил для этого нужно невероятное количество. Пытался выбраться сейчас всеми силами Алымсиитов, но все-таки запускает он за спину Асланова, который отсюда пытается удары наносить. Посмотрите, пытался прихватить руку, испугать Кимура оттуда. Алымсиитов, не вышло, не о чем переживать. Пока Асланову спина все еще под его контролем. Непростая позиция для Алымсиитова. Он должен что-то придумывать. Но пока только контролирует сопернику руку, это, в принципе, уже неплохо. Развитие ситуации у нас происходит сейчас. Ну, на самом деле, ничего глобального не случилось. И Гамлет продолжает навязывать свою волю. Несколько ударов в голову. По-прежнему старается Алымсиитов хоть как-то облегчить себе жизнь. Он контролирует левую руку Асланова, но тот вот сейчас как раз пытается ее высвободить. Да, левая рука. Дальше, да, хорошо. И снова стягивает, но не получилось. Алымсиитов стоит. Немножко застряли парни в этой ситуации. Пытается отстреливаться Алымсиитов отсюда локтями. Сейчас колено в колено буквально заряжал Асланов, чтобы выбить почву из-под ног. Растягивает сейчас. И вот сейчас, да, стягивает. Практически всем своим весом навалился Асланов. Очень хорошо. Не тратя лишних сил. Еще раз усаживает. Опять пытался припугнуть локтем обратным. Алымсиитов отсюда вслепую. Снизу подбивает Асланов. Мы видим, что и под рукой прилетают удары, и периодически коленями заряжает по бедрам. Хотел сейчас ногу на рычаг колена прихватить. Алымсиитов. Очень креативный прием, очень редкий. Но мы видим, что позиция вроде бы сначала улучшилась немножко, но теперь вернулась туда же, где была примерно минуту назад. Да и вообще в последние несколько минут. Ну, хорош, конечно, вот в этом контроле. Гамлет Асланов вообще не дает ничего сделать. Сейчас хорошая правая влетела. Не ожидал совершенно вот под этим углом удара Алымсиитов. Он просто не привык, что Гамлет наносит удары именно так. И подсказывают сейчас из синего угла, что надо свиповать. Ну куда уж тут. Очень хороший контроль сверху от Гамлета. Мы повторяем это постоянно. Еще одна была попытка выйти на болевой на ногу. Снова не получилось. Отдал бы я должное Алымсиитову, потому что он пытается не просто выжить здесь, да, он пытается хоть что-то придумать. Но при этом раунд отдает, можно сказать, в последние пару минут в одну калитку. Асланов его прессует, удерживает. Контроль на его стороне, удары на его стороне. Тяжелая пятиминутка для Алымсиитова, очевидно. Дела плохи. Обстреливает корпус, сейчас на голову переводит. Там опасно, там, рядом с затылком прилетают удары. Ну, Асланов действительно под его дудку сейчас. Вынужден плясать Алымсиитов. И выживает под ним.
пропуская удары снова и снова. LDR. Да, огромное количество безответных ударов. Да, пусть они не чисто влетают, потому что блок на месте у Алымсеитова. Остается совсем немного до конца второго раунда. Раунда, в котором доминировал Гамлет Асланов. Вы посмотрите, последние секунды могли все изменить. Но не изменят, не успел отыграть позицию даже. И, кстати, историческое событие. Всех вас поздравляю. Это первый, третий раунд на этом турнире. Аккурат с началом мейнкарда. Мы наконец-то увидели, как бойцы заходят за 10-ю минуту. Не ожидал сейчас Гамлет, но при этом успел среагировать и уйти. Начинает третий раунд выбросом нескольких ударов ногами Эльдера Алымсеитов. Но отвечает соразмерно Гамлет. Ну, что-то мне подсказывает, что сейчас поддержит дистанцию Гамлета и со временем просто войдет в борьбу. И посмотрите, с ударами он попытался все-таки на ближнюю войти. Не получилось. Очень хорошо все контролировал Алымсеитов. Он даже удары не пропустил. Справился не только с задачей минимум, но и с задачей максимум. Потому что защищался от ударов и при этом не подпустил соперника для того, чтобы тот смог побороться. Очень спокойно. Минута позади, и фактически вот каких-то серьезных вылазок мы и не видели. Алымсеитов на чеку. Плюс, я думаю, он теперь понимает, что лучше бояться тейкдаунов, потому что, сейчас проткнул сначала Асланов, отвечает Алымсеитов, даже бэкфист накинуть пытался, но защита на месте была у Асланова. Удивить, испугать не удалось. Снова контроль дистанции от Гамлета. Очень здорово. Всего 1-2 шага назад, и этот удар уже не заходит. Было попадание в пах, случайное и не слишком даже акцентированное, но это все равно очень неприятно, поэтому пауза, безусловно, Альдиарну нужна. В третьем раунде дерется у нас так. Асланов довольно прагматично, понимает, что бой складывается так, как нужно ему. Можно не рисковать лишний раз. Напомню, что у нас два непобежденных спортсмена. Никто из них еще в клетке не проигрывал. 3-0 у LDR в этом сложном бою для него. Ну и Асланов идет 4-0. И надо признать, судя по картинке поединка, Гамлет близок к тому, чтобы улучшить рекорд до 5-0. Но при этом торопиться не будем. Раунд еще продолжается. Все, пауза достаточная была для LDR. Готов он. И пошел сразу размен. Освежился явно LDR. После паузы, залетает хорошо. После джеба тут же на нижний ярус. Классный тейкдаун. Коварный такой. Прихватил шею сопернику. Алымсеитов. Очень хорошая была защита у тейкдауна от Алымсеитова, но все равно на ногах он не устоял. И при этом, посмотрите, пытается удушку закрыть. Ну, сложно будет, сложно, да. Вырвалась хорошая позиция. Асланов перетерпел. Не дал контроля накинуть ногами. Сейчас отсюда апкики от Алымсеитова, но, кстати, нелегальные удары, поскольку за зеленое положение Асланов нельзя бить ногами в голову. Поэтому чуть-чуть LDR перестарался. Но вот было заметно, что один из ударов все-таки залетел, и Гамлету это явно не понравилось. Он быстренько обошел защиту и в итоге вот так лег сверху. И сейчас контроль. Да, вопрос в том, что эти удары нельзя было наносить физически, согласно правилам. Ну, проблема еще и в том, что рефери ничего не сказал, поэтому... Ну, рефери решил, этот парень не так выигрывает. Думая про Асланова. Можно не вмешиваться с такими мелочами. Да, наверное, кто-то скажет, что не в самой зрелищной манере действует сегодня Гамлет. Но при этом я напомню, что несколько разменов и в первом раунде, и даже в третьем уже было. Плюс надо отметить все-таки, что для Асланова просто важно победить, учитывая его простой. 1,5 года вне боев, вне клетки. Для него особенно важно сегодня выйти победителем. Сами понимаете, есть такая вещь, как ржавчина. На некоторых бойцах она складывается явно, сказывается. Некоторые ее, правда, не замечают. Как, к примеру, Джон Джонс. Ну, в принципе, про Асланова тоже можно так сказать. Потому что в порядке он в этом поединке. Особой опасности сегодня не был. Меньше 2 минут. И мы очень близки к тому, чтобы увидеть первое решение на этом турнире. Первый, третий раунд уже увидели. Но в 10 поединках, это 10-й по счету из тех, что мы смотрим. Это первый бой, который дошел до 3-го раунда. И первый бой, который через минуту закончится, судя по всему, все-таки решением судей, хотя понятно, в чью пользу. Контролирует отсюда Асланов. Несмотря на то, что Алымсеитов закрыл гард отсюда. Ну, просто вот он выжидает момент, а Асланов накидывает тихонечко удары, прикарманивает бой, копит контроль, копит легкие попадания.
У одного из этих парней после этого поединка появится единичка в графе поражения. И пока ближе к этому все-таки LDR. Как бы он ни старался. Не очень, конечно, у него получалось во втором раунде. И вот сейчас не очень получается в третьем. Как только подключал борьбу Гамлет Асланов и не удавалось остановить LDR тейкдауны, то, конечно, все переходило под контроль представителя Казахстана. И, конечно, не устаем восхищаться контролем, собственно, вот тем, насколько удачно держит соперника Гамлет Асланов. И просто все его контрдействия блокирует. Пытается подняться сейчас Алымсеитов. Уже на колени. В принципе, да, в одном шаге от подъема. И вот как раз на этих моих словах он оказался на ногах. Но проблема в том, что 5 секунд до конца поединка. Это особо не спасает Алымсеитова. А Асланов в итоге додержал. Чуть-чуть не пободали здесь в клинче возле сетки. Финальные секунды раунда. А вот сейчас только отметка о 10 секундах. У нас чуть-чуть счет на экране ввел в заблуждение. Но я думаю, всем все понятно. Это сильно не влияет на происходящее. Я думаю, что проблема была с попаданием в пах. Может быть, тогда не остановили просто секундомер. Winner by unanimous decision, fighter of the red corner, Gamlet Aslanov!